Аксаковскому народному дому, известному сейчас как Башкирский театр оперы и балета, исполнилось 100 лет. Решение о его строительстве было принято еще в 1909 году, к 50-летию со дня смерти писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. Как отмечает вековой юбилей в театре, расскажет Галина Заводникова. Здание театра оперы и балета из красного кирпича в самом центре Уфы закладывалось в начале прошлого века как Аксаковский народный дом в память о писателе и общественном деятеле Сергее Тимофеевиче Аксакове. Средства на строительство собирали по всей Уфимской губернии. Уфимское купечество, банки, известные люди вносят деньги на счет Аксаковского дома. Да и весь народ по крохам собирает деньги из любви к Сергею Тимофеевичу. Историю появления одного из самых величественных зданий Уфы рассказали артисты театра оперы и балета, который уже более 80 лет располагается в Аксаковском доме. Основное строительство закончилось в 1914 году, но торжественно открыли Народный дом в 1919. По обрывочным сведениям, после революции 1917 года некоторое время в здании располагался госпиталь. Затем драматический театр и театр юного зрителя, кукольный и молодежный, родоначальники современных театров республики. А в 1928 году зданию присвоили имя Дворца труда и искусств. Театру оперы и балета здание передали в 1938-м. Оно пережило войны и реконструкции и стало домом для сотен артистов. Валентина Баранова пришла в театр в 1943 году 15-летней балериной и прослужила здесь 27 лет. Даже не верилось, что я пришла работать и могу работать в театре. Ну и мы, конечно, всю душу отдавали этому театру. Очень любили театр, очень любили сцену, очень добросовестно относились и очень были все дружны. Вековой юбилей Аксаковского народного дома отметили большим концертом. Поздравить Аксаковский дом пришли друзья и коллеги из уфимских театров, Русского драматического и молодежного, Башдрама и артисты эстрады. Я рада, что к этому празднику театр подошел с очень хорошим, значительным репертуаром. Это очень ценно. Не каждый театр имеет такой репертуар, как наш. Для каждого артиста, каждого служителя сцены юбилей Аксаковского народного дома, который отмечают во Всемирный день театра, большой праздник. Я лично горжусь тем, что я работаю в этом здании, в этом замечательном коллективе профессионалов и чудесных людей. Мы живем как одна семья, мы каждый день работаем и думаем о том, как сделать еще лучше, еще интереснее. Артисты показали отрывки из своих лучших спектаклей. «Журавлиная песня» в 1941 году стала первым башкирским балетом. Именно эта постановка когда-то восхитила маленького Рудольфа Нуреева и привела его на сцену. Сегодня Аксаковский народный дом – памятник архитектуры 20 века. И с каждым годом его история пополняется новыми событиями, премьерами, концертами и выступлениями звезд мировой оперной и балетной сцены. Галина Заводникова, Рамзель Мигранов, Россия. Культура. Башкортостан.